Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы начинаем вебинар «Что скрывается за агрессивным поведением приемного ребенка?». И сегодня буду его вести я, педагог-психолог Лужикова Ирина Васильевна. Приемные родители очень часто пугаются, когда речь заходит об агрессивности ребенка. И сразу начинают переживать свою родительскую несостоятельность. Они думают, что воспитывают или воспитали неправильно, испытывают чувство вины. И такая непоследовательность мыслей приводит к тому, что родители всеми правдами или неправдами стремятся искоренить агрессивность в ребенке. Важным является то, что необходимо перед тем, как начать работу по изменению поведения ребенка, естественно, нужно найти причину. То есть что за этим скрывается. А причина чаще всего является это неудовлетворенная потребность. Каждый ребенок имеет свои потребности, которые необходимы ему для роста, для развития. И если они не удовлетворяются, это ребенка злит. А речь чаще всего идет о фундаментальных потребностях, да, первостепенных. Это принятие, любовь, понимание. Ну и, естественно, о физиологических потребностях. Это еда, тепло, уют, кровь над головой. Говоря об агрессии, следует начать именно с двух понятий, а именно, так, минутку, что такое агрессия, да, агрессивность, ну и, соответственно, что такое злость. Ну, начнем с агрессивности. Агрессия. Поведение, направленное на причинение физического или психологического вреда. Ну и, соответственно, агрессивность – это устойчивая черта личности, для которой характерна готовность к агрессии, склонность воспринимать поведение другого как враждебное. Агрессия и злость. Казалось бы, два слова вроде одинаковых. При этом агрессия – это действие, направленное на достижение личной цели, интересов, отстаивание собственных границ. Злость же – это чувство. Это реакция на контакт с окружающим миром в случае нарушения личных границ и неудовлетворенности собственных желаний. Чувство злости, оно есть у каждого человека, и оно нам дано природой при рождении, как и другие базовые чувства. А их всего 7. Это злость, страх, радость, удовольствие, отвращение, удивление, грусть. По мере роста и развития ребенок приобретает оттенки, да, этих чувств. Например, радость, бодрость, веселье, жизнерадостность. А если это чувство злости, то раздражение, недовольство, гнев, ярость. Поэтому искоренять нужно не само чувство злости, что приводит скорее к неврозам у ребенка. Да? И этому как раз-таки способствуют вот эти запрещающие все приемы, которые исходят от родителей в раннем детстве еще. А агрессивное поведение ребенка необходимо искоренять. То есть агрессивное поведение – это уже видимый симптом, по которому мы можем понять, что да, у ребенка что-то не в порядке в психологическом плане, что не удовлетворяется какая-то его потребность. Давайте рассмотрим для начала… Так, слишком быстро листается. Возрастные проявления агрессии. Так, в младенчестве у детей проявляются первые признаки агрессии. И причина этому может быть как раз-таки голод, боль, страх. Так, с 2-3 лет, это ранний возраст, малыш начинает уже отделять себя от остальных, и приступы злости появляются гораздо чаще. В ситуациях, когда его самостоятельность подавляется, да, когда ставятся какие-то запреты в отношении того, чтобы постигать окружающий мир. И почему возникает? Так как проявление агрессии для ребенка – это один-единственный способ изучения окружающего мира, потому что речь еще, да, как таковая не развита. Агрессивное поведение дошкольников обычно проявляется в виде швыряния предметов, швыряния игрушек, грубое обращение с животным бывает, плач, крик, неуступчивость, упрямство. И это все выражается именно в ссорах и конфликтах с ровесниками. Поэтому здесь, ну, так сказать, главенствующий, так сказать,
главенствующим действием в отношении и родителей, да, и педагогов в дальнейшем, что от рождения до 5 лет это время, когда в жизни ребенка необходимо устанавливать определенные правила, и в это время, когда ребенок начинает понимать свои чувства и эмоции, что в дальнейшем будет способствовать пониманию чувств и эмоций окружающих людей. То есть не упустить нужно этот период. Так. У младших школьников чаще всего агрессия проявляется в словесной форме. Это насмешки, ругательства по отношению к более слабым. И особенно остро, естественно, это проявляется в коллективе, да, в коллективе уже школьной системы. Что может привести к травле, буллинг, кибербуллинг. В подростковом возрасте на проявление агрессии указывают самые разные признаки. А именно враждебность по отношению к окружающим, пренебрежительное отношение к последствиям своих поступков, завышение интенсивности собственных чувств, невосприимчивость к чувствам других людей, осознание собственного превосходства. Подростку очень хочется быть самостоятельным, независящим от взрослых. И чтобы принимать вот эти самостоятельные решения, ему не хватает вот этого жизненного опыта. Но при этом ребенок, он и остается также беззащитным, да, хотя вот сталкивается с жестокостью окружающего мира. И как раз-таки поддержка и понимание со стороны взрослых здесь ему в большей степени необходимо. Формы проявления агрессии. Выделяют физическую агрессию, это физические действия против кого-либо, это вербальная агрессия, угрозы, крики, ругань, косвенная агрессия, то есть направлена конкретно на какого-то определенное лицо, которое выражается в сплетнях, в злых шутках, и не направлена, это крики в толпе, топанье, да, то есть здесь нет конкретной какой-то цели. Имеется в виду лица, на кого это направлено. Негативизм, то есть оппозиционная такая манера, да, поведения. Здесь это и детское упрямство, это и нежелание разговаривать. Да. Ну и аутоагрессия как отдельный вид формы проявления агрессии. Это нанесение телесных повреждений, это самообвинение. Сюда же относится и суицидальное поведение. Но об аутоагрессии мы немножко побольше поговорим далее. Итак, ну вот мы подошли непосредственно, да, к теме нашего вебинара. Это что скрывается, да, за агрессивным поведением? Причины детской агрессии. Сначала разберем общие причины, затем перейдем уже непосредственно к тем причинам именно приемного ребенка. Причины детской агрессии, за исключением особых, конечно, психиатрических случаев, у каждого ребенка индивидуально. Но в большей степени, естественно, это, я опять-таки, да, возвращаюсь наперед, что это неудовлетворенная потребность. И если ребенок сообщает деструктивным вот таким способом, значит, по-другому он либо не умеет, либо, ну, то есть его не научили, либо у него нет ресурсов, либо не знает, на кого или на что можно опереться. И тогда необходимо рассматривать агрессивное поведение уже не с точки зрения «почему», да, а с точки зрения «чтобы что». То есть он делает это чтобы что, так сказать, показать, да, чтобы что увидели взрослые. И чтобы работать с агрессией, естественно, необходимо выявить причины. Итак, особенности темперамента. Все мы знаем, что существует 4 вида темперамента. И, как правило, уровень агрессии, он связан с темпераментом ребенка. Именно, в первую очередь, это холерики, затем сангвиники, ниже уже, значит, флегматики и менее спокойные – это меланхолики. Активным детям по своей природе сложнее управлять эмоциями. И чем более они спокойны, тем, естественно, они в большей мере полагаются на действия для выражения собственных чувств. Соматические заболевания, нарушение отделов головного мозга. Ну, здесь элементарный пример. То есть если у ребенка болит голова, и он таким образом не может контролировать собственное поведение, то это его начинает злить, и как раз-таки жертвами этой злости становятся окружающие. Да? То есть ему становится плохо, не по себе, он
уже не воспринимает окружающий мир так, как будучи в здоровом состоянии, и отсюда вот такие тоже агрессивные выпады. Конфликтные отношения с родителями, которые не уделяют внимания, не интересуются ребенком, не проводят с ним время. Ну, естественно, то есть родители, которые не заинтересованы в своем ребенке, соответственно, они не учитывают и потребности, соответственно, ребенка. Да? То есть конфликт как раз-таки это то, что родители чаще всего не хотят видеть, то, что сейчас происходит с ребенком. Соответственно, это побуждает в ребенке и вот этот гнев, ярость, злость, которую он и предлагает родителям, чтобы они увидели. Да? То есть вот как бы кричит уже об этом, что необходимо это решать. Ну, в данном случае это в виде агрессии. Копирование моделей поведения родителей, которые сами являются агрессивные, как дома, так и в социуме. То есть если родитель сам дома использует нецензурную лексику, если сам позволяет физические, да, какие-то, не знаю, насильственные действия в отношении супруга, да, или наоборот, то ребенок это видя, да, естественно, впитывает эту модель поведения и затем просто-напросто это предлагает в социум. Равнодушное отношение родителей к тому, что происходит в жизни ребенка. Здесь следует именно остановиться на том, что родитель, который вот эту безопасность ребенку не предлагает, да, то есть ему абсолютно, можно сказать, все равно, как сейчас ребенку, что с ним происходит, да, то есть каким образом он решает там какие-то определенные свои вопросы, там, конфликтные, может быть, ситуации. Естественно, это опять-таки небезопасность, да, как ребенок чувствует какую-то определенную. А отсюда и тревога, стресс, а, соответственно, это все выражаться может как раз-таки вот в агрессивной составляющей. Следующее – это эмоциональная привязанность к одному родителю, где второй выступает в роли объекта агрессии. Очень часто, если же в семье есть определенные коалиции, как раз-таки, то есть если ребенок, к примеру, привязан к матери, да, и они все, вот все вдвоем, так сказать, против отца настраиваются. И здесь родитель уже транслирует те модели поведения, которые необходимо как раз-таки проявлять вот против отца. Естественно, ребенок, будучи эмоционально привязан к этому родителю, он и будет стараться это делать, потому что ну, тот родитель, к которому он привязан, он его за это еще и, скорее всего, и благодарит, да, и как-то награждает, поощряет это поведение. Ну, соответственно, второй становится объектом со знаком минус, ну, что не есть хорошо, потому что это как раз-таки тоже является той моделью поведения, которую ребенок затем будет транслировать уже будучи и в социуме, и в отношении, например, того же противоположного пола, если это отец, да, то есть в отношении мальчиков. Так. Непоследовательность родителей в воспитании, разные подходы. Ну, здесь, в принципе, то, что мы выше с вами проговорили, что да, скорее всего, родитель, опять-таки, не учитывает и потребности ребенка. В одной ситуации он за то же поведение его, например, накажет, возникает следующий день, например, да, тоже та же самая ситуация, и он его уже поощряет. То есть ребенок в данном случае не понимает, то есть, что ему делать, да, вот, если возникнет опять эта ситуация. И поэтому здесь опять-таки и тревога, и стресс у ребенка, и нежелание лишний раз взаимодействовать с таким родителем. Ну и это рождает, опять-таки, в поведении ребенка вот эти агрессивные тенденции, да, агрессивное это поведение. Это может быть и в отношении именно этого родителя, который предлагает, да, вот, данную непоследовательность. Ну и в целом, если данная ситуация будет возникать где-либо, да, в отношении уже и окружающих. Копирование поведения героев из компьютерных игр или наблюдение за насилием из экранов ТВ. Если родители предлагают ребенку, да, свободно смотреть любые
мультфильмы, любые фильмы, компьютерные игры, где предлагается насилие, и при этом они не обговаривают, не спрашивают, не расспрашивают ребенка, не интересуются, да, то есть не контролируют, где ребенок в свободное время, да, что он черпает, что он для себя берет из этих как раз-таки игр, да, каким героем ему представляется в мультфильме, в фильме тот или иной персонаж, что он присваивает у этого персонажа. Если же это все пущено на самотек, то, скорее всего, будет в поведении ребенка вот то, чего как раз-таки родитель, ну, можно сказать, бы не хотел, может быть, старался искоренить. Поэтому как предложение, то есть необходимо контролировать, необходимо, ну, в лучшем, даже сказать, в случае уже, когда мы не можем контролировать, то обговаривать, да, то есть что ты, какой ты фильм посмотрел, да, сегодня, какой из героев тебе больше всех понравился, что тебе понравилось у этого героя, как ты думаешь, возможно ли это вот в жизни, да, когда, если бы это вот в реальности произошло. Ну, то есть ребенок должен все-таки на уровне вместе со взрослым вот это все, ну, так сказать, проговаривать и для себя все-таки выделять, что агрессивная все-таки составляющая, а ее сейчас очень много на экранах ТВ, это лишь как раз-таки для привлечения, да, большей массовости публики к экранам, а не для того, чтобы это именно впитывалось и бралось для себя как модель поведения. Жестокое обращение с ребенком. Если насилие есть в семье, то есть это со стороны родителей проявляется ежедневно, например, да, то ребенок берет для себя такой урок, что это и есть любовь, да, то есть родители бьют меня, это и есть проявление внимания ко мне. И в дальнейшем, когда ребенок уже, будучи взаимодействуя с социумом, не зная, вот, как привлечь внимание окружающих, как проявить любовь, да, то использует именно вот те же самые способы, которые были в его семье. А именно это жестокое обращение. Это, кстати, вот к приемному ребенку имеет, ну, так сказать, прямое отношение. Да, то есть это как раз-таки, если в семье пропагандировалось вот это жестокое обращение, ребенок его же и по отношению к окружающим будет проявлять. С приемными детьми ситуация, конечно же, гораздо сложнее, чем с биологическими. У них гораздо больше причин для деструктивного поведения. При этом они также развиваются обычным путем, они так же, как и все дети, проходят возрастные кризисы. У них также есть периоды, когда они восстают против авторитета взрослых. Они также испытывают границы взрослых, да, допустимого и недопустимого. В своей самостоятельности могут заходить до зон риска. То есть в сумме поведенческих трудностей, таким образом, у приемных детей у них больше, чем у ровесников, да, так как у них опыт, так сказать, вот этих отрицательных, да, всех взаимодействий с окружающим и с собственными родителями гораздо больше. Для взрослых же, которые приняли семью ребенка, очень часто благодарность и послушание со стороны ребенка становится чем-то каким-то ожидаемым, да, то есть они ждут это от ребенка, какой-то признательности. И это может также их ввести в шок от того, что ребенок этого не делает. То есть мы тебя взяли, а ты вот так себя ведешь. Да? То есть такое как бы противоречие возникает у них в голове. И между тем дети, не имеющие опыта благополучных внутрисемейных отношений, при этом они же не имеют вот этих образцов поведения, да, в сложных ситуациях, не опыта правильных каких-то ограничений вот этого собственного деструктивного поведения. И, возможно, их вообще не замечали в семье, да, а замечали только тогда, когда начинали истошно орать, например, да, там, и так далее. Возможно, они наблюдали, как сами же взрослые не справляются со вспышками гнева и превращаются вот в таких монстров. И тогда автоматически это идет, ну, как присвоение данного поведения. Да? Дети примеряют это на себе. Когда таких детей посещает гнев, они оказываются беспомощными, да, в таких ситуациях. В их расположении модели поведения
вот эти, ну, так сказать, да, плохие, неприемлемые, а других нет, потому что, ну, не встречали, не видели, не разговаривали с ними, да, то есть и, естественно, у них в копинг-поведении этого нет. То есть поводов вести себя плохо у таких детей гораздо больше, а возможностей удачно справиться с данным поведением меньше. Дети в большинстве случаев не в состоянии понять причин, да, своего агрессивного поведения и тем более уже как-то объяснять его, то есть, а почему ты это делаешь, да, то есть что значит почему? Ребенок не понимает вообще, почему он сейчас, вот эта агрессия, да, вот так из него, можно сказать, так выходит, да, то есть он направляет эту агрессию против окружающих, а уж причина – это уже что-то из космического, да. Но если взрослые пугаются и теряются, да, перед вот этой ситуацией, то их вот эту растерянность ребенок воспринимает как слабость. А себя, соответственно, ну, как уже более сильную сторону, да, как главного. И в следующий раз, когда у него приступ гнева возникает, то это будет возникать гораздо легче и длиться будет дольше. Ну, так как в ситуации опять взрослый будет же слабым, я же сильнее, да, то есть рассуждать начинает ребенок. А, соответственно, кто главный, тот, значит, и командует ситуацией. Так. Ну, если в отношении приемных детей, то очень часто агрессивное поведение служит причиной именно изучения границ контакта со взрослыми. То есть что тут можно делать, а что тут нельзя. Дело в границах, которые устанавливаются и обществом в данном случае, и человеком. И вот чтобы работал вот этот внутренний контролер у ребенка, неприкосновенности вот этих чужих границ, ребенок как раз-таки должен пройти вот через это. Ну, в данном случае, придя в приемную семью, он это и делает. И часто замещающая семья сталкивается с тем, что ребенок вообще не имеет представления о личных границах и о границах другого человека. И поэтому родителям очень важно развивать то, что было упущено за период жизни ребенка, да, в интернате, ну или вот в той неблагополучной семье. И поэтому необходимо учить ребенка распознавать собственные границы и, соответственно, соблюдать границы другого. Но кроме этого, принимающие родители сначала должны понять собственные границы, да, то есть должны, так сказать, выстроить эти границы, чтобы ребенок мог знать, что да, границы есть у родителей, значит, они должны быть и у меня. Если ребенок, например, вредничает, да, то следует понять, что он таким образом не хочет что-то мне сделать плохого, он таким образом как раз-таки проверяет, насколько вот эта свобода, да, его поведения допустима в отношении вот того взрослого, ну, против кого это направлено. Он попытается расширить или подтвердить для себя вот эту невозможность своего данного поведения. Ведь именно родители и служат образцом поведения ребенка. И даже если ранее у него были, к примеру, другие образцы, то он может изменить их, да, вот эти образцы собственного поведения, приняв существующие в семье. Ну, что в данном случае делать? Ну, естественно, пересматривать, да, то есть с появлением ребенка все меняется. И, естественно, необходимо пересмотреть и права, и обязанности членов семьи, какие-то новые правила установить. Ну и, естественно, данного ребенка, приемного ребенка также принять, так сказать, да, в законодателе вот этих правил всех, которые гораздо сложнее будет уже нарушить, так как они приняты совместно, да, и им тоже. Следующая причина – это отстоять свое право быть другим. Что это значит? У многих из нас очень часто складывается такое мнение, что любовь и близость, они ассоциируются с таким понятием, как похожесть. То есть, если мы думаем одинаково, любим что-то одно, то значит мы вот близки, да, и вот что-то, какая-то общность у нас между собой. Не думаешь, как я, значит, ты меня не любишь. И тогда нам важно сделать того, кто нам дорог, именно похожим на нас. И вот как бы истребив вот эти отличия в другом. А как раз-таки отсутствие вот этих различий – это иллюзия контроля. Да? То есть на самом деле возможность быть другим – это еще не значит
что он другой, и его невозможно любить и принять. Что в этом случае делать? Нужно изменить контроль над делами, да, ребенка. То есть для ребенка важно накапливать собственный опыт решения задач, собственный опыт даже неудачного какого-то опыта, да, когда ребенок проходит через это все, он как раз-таки и становится вот именно, ну, можно сказать, тем человеком, которого мы и примем. А то, что он другой, возможно, здесь как раз-таки какие-то уже идут личностные, да, то есть мы уже переходим на личность, а не на поведение. То есть здесь следует родителю как раз-таки пересмотреть немножко, то есть, а что мне не устраивает в нем, то есть и повернуть вектор именно на поведение ребенка. Да, мы разрешаем ему быть другим, но и опять-таки, а что меня здесь вот, да, не устраивает, какое поведение его, какое агрессивные выпады, да, то есть против там, меня имеют здесь место быть, и с чем мы можем работать здесь и сейчас, в чем здесь причина. Следующая причина – страх родителей перед прошлым ребенком. Отрицая прошлое ребенка, то есть происхождение ребенка, родители, по сути, отрицают самого ребенка. Да? И, возможно, вот эти чувства поднимают как раз-таки в родителях целую бурю внутри, да? То есть какую-то обиду, злость. Ведь это мы для него все делаем, а не его кровные родители. Да? А он вот так их боготворит, он говорит, что там, ну, возможно, и не говорит, а как-то вот внутренне все равно чувствуется, что он с ними, там, он за них. Но другая крайность – это именно ненависть к биологическим родителям. Это очень тяжело на самом деле ребенку. И поэтому что здесь делать? Естественно, разрешить ребенку говорить о прошлом, да? Когда ему хочется, когда ему плохо, хорошо, да. И ведь зачастую это вот именно то единственное, что ребенку вообще принадлежит, да? То есть что-то свое. И поэтому нужно в данном случае родителям стоять не против, да, а с ребенком. То есть разрешить ему делиться именно вот этим своим страхом, своим беспокойством, своими какими-то надеждами вместе с ребенком и проговаривать это, чтобы в дальнейшем, когда возникает ситуация, я не знаю, там, конфликтная, критическая, еще какая-то, ребенок мог прийти к вам и рассказать об этом, да, то есть он знает, что, например, что это единство есть, и я могу прийти и проговорить. И тут, скорее всего, важно понять, что страх, он считывает именно с вас, да, то есть ребенок по телодвижениям, по мимике, по жестам, по поведению уже понимает и внутренне начинает как-то рассуждать о том, что вы, как родитель, на самом деле очень боитесь, да, боитесь говорить об этом, боитесь вообще начинать об этом разговор. И вероятнее всего эта история уже про родителя, а не про него, да, и тогда лучше всего, что для родителя именно разобраться с этой историей, да, то есть не чтобы страх стоял между вами, да, страх того, что это раскроется, что опять мы будем говорить об этом, мне это не хочется, давай закроем эту тему. То есть эта история должна в первую очередь должна быть самим родителем для себя, да, ну, разобрана, так сказать, по полочкам. Следующее – это получение внимания. Ну, получение внимания, естественно, если ребенок, ну, об этом мы немножко выше уже говорили, что если телесный контакт до этого, например, в биологической семье был только на уровне там, шлепания, да, как говорится, на уровне каких-то подзатыльников, на уровне какой-то вот этой, так сказать, физических наказаний, и таким образом только ребенок, так сказать, во внимании был взрослых, то здесь он, естественно, это будет также и, так сказать, тянуть с родителей. Естественно, там скандал, да, и так далее, весь мир уходит из-под ног. Значит, нужно постепенно, но это внимание со знаком плюс, да, научить ребенка привлекать. То есть да, произошло вот это сейчас, ребенок кричит, орет, там головой об стенку бьется, просит там его отлупить, там еще чего-то. Очень спокойно, да, то есть эмоции все для себя опустили,
выдохнули, определенное время, так сказать, прошло, ну, то есть минут 5-3, то чувствуете, что у ребенка, да, вот этот запал весь ушел, а теперь спокойно, да, мы сейчас сядем с тобой и поговорим, что тебя волнует. И когда изо дня в день такое происходит, то есть ребенок начинает понимать, что внимание родителя можно получать другим образом, да, другим способом. Ну и, естественно, как научение, это затем тот отрицательный момент получения внимания, да, деструктивным способом, он уходит. Неумение выражать гнев. Именно выражать гнев, да, а не контролировать. Мы можем контролировать свои чувства ровно в той же мере, что и процесс, там, какие-то биологические свои процессы, к примеру, да. То есть не перестать это делать в принципе, а лишь следить, чтобы все было сделано в нужное время и в правильном месте. При этом гнев ребенка, он тоже является, вот особенно для детей, которые вот дошкольного возраста, младшие школьники, да, они еще не настолько умеют, так сказать, контролировать, да, вот выход этого гнева. И поэтому ребенка нужно этому научать. То есть как можно конструктивно это делать, да, что это всегда можно выстроить и со знаком плюс, да, так сказать, не во зло для окружающих. Следующее. Чувствует себя нелюбимым. То есть ребенок, будучи в приемной семье, иногда у детей возникает ощущение, что взрослые его не знают. Он не знает, как выражать эту любовь по отношению к ним. Да? Возможно, ту любовь, которую они выражают, он ее не понимает. И не считают нужным вообще как-то об этом говорить, да, например, у родителям. Соответственно, здесь нужно опять-таки сесть и проговорить, обсудить. Во-первых, это со своим супругом, да, со своей супругой. Вообще, как он или она понимает, что вы вообще любите, да, например, этого ребенка, как он проявляет, как она проявляет. И вообще можно даже начать с того, что друг с другом сесть и проговорить насчет вот этого в отношении двоих, да, супруга и супруги. Как вы сообщаете партнеру о том, что вы его любите, да, как он об этом вам сообщает, как вы это чувствуете, как он это чувствует. И, соответственно, чтобы это были не только слова, да, но и с помощью какой-то телесности, да, мы тоже же иногда проявляем эту любовь, то, соответственно, и здесь, а слышит ли он вас о том, что вы вот эти жесты, да, вот те какие-то посылы по отношению ко второй половине, это и есть любовь. И, соответственно, здесь же спросить, а как бы он хотел, да, например, и тоже и перенести затем это и на ребенка. То есть ребенок, скорее всего, может быть, ждет что-то другое. То есть и опять-таки сели и вот таким кругом семейным, да, все это проговорили и предложили, что любовь можно не только словами, не только с помощью действий, да, но и другими способами проявлять в отношении друг друга. Но ребенок может воспринять, что любовь, например, это какие-то телесные поглаживания, это, например, когда вместе смотрят телевизор, сидя, например, обнявшись, да, там мультики там, или еще какие-то фильмы, это когда что-то вместе, например, делать на кухне, или это обязательно какие-то слова, то есть какой преобладает у ребенка контакт, так сказать, да, который может быть визуальный, может быть слуховой, может быть тактильный, в зависимости от того, вот существует же 5 языков любви, да, соответственно, какой преобладает язык любви в данном случае у вашего ребенка, соответственно, его использовать и каждый раз это подкреплять словами, естественно. Не может сказать родителю «нет». Агрессия – это далеко не всегда нападение, да, это действие. Даже когда мы говорим кому-то «нет», мы тоже проявляем агрессию. Запрещая ребенку проявлять агрессию, мы не научаем говорить ему «нет». И это, но при этом это ведь слово очень важное, да, важное именно для него самого. Вам неприятно, когда вам говорят «нет», но если он не будет говорить его вам, он и не скажет его тем, кто предложит ему, например, я не знаю, там, наркотики, что-то сделать, что-то украсть, да, выкурить сигарету и так далее, не говоря уже о чем-то еще криминальном.
То есть умение говорить «нет» все-таки нужно учиться. Именно учиться здесь, в родительской семье, да, ну, в приемной семье в данном случае. Следующее по причинам у нас это идет протест против ограничения личной свободы ребенка. У каждого человека есть определенное, даже, ну, если уже начать с самого такого элементарного, это какое-то место, да, где он, имеется в виду в квартире, где он может закрыться, как говорится, да, укрыться и что-то, как говорится, побыть с самим собой наедине, можно так сказать, да, поиграть, порисовать, чем-то заняться, почитать и так далее. Когда доминирование взрослого превосходит допустимый порог, взрослый просто без конца начинает там отдавать определенные команды, начинает руководить, начинает постоянно контролировать, и ребенку некуда вообще убежать даже от этого, да, получается. И когда нет таких слов, например, в обиходе в семье, что сейчас, пожалуйста, меня не трогайте, или сейчас я хочу побыть один, сейчас я хочу, ну, то есть что-то поделать, чтобы меня вообще не трогали. Да. То есть получается, что ребенку постоянно приходится защищаться, да, а иначе его личность будет терпеть ущерб. Это тоже нужно брать во внимание родителю. То есть не всегда, не постоянно мы должны контролировать ребенка, да, и вот держать все время в 100% внимании. То есть ребенок иногда будет протестовать против вот этих, да, ограничений. То есть, и оно именно и будет выражаться как раз-таки в агрессивности. Еще Лев Семенович Выгодский писал, что ребенок может компенсировать трудности ответными агрессивными действиями по отношению к социальной среде, в которой они находятся. У таких детей агрессивность является извращенной компенсаторно-защитной реакцией. То есть это как раз-таки такая защитная реакция организма, да, получается, компенсаторная, то есть он компенсирует вот этой агрессии как раз-таки желание, например, вот личной, той же имения личной свободы. Следующее. Агрессия может быть одним из способов управления родителями и другими взрослыми, да, как раз-таки вот это манипуляции. То есть дети могут кричать, визжать, бросаться на пол, биться ногами, там, головой о пол, крушить вещи и так далее, убегать из дома. И взрослых часто пугает такое сильное проявление эмоций. И они в большей степени начинают уступать ребенку. А это как раз-таки является ничем иным, как, опять-таки, проверкой, да, манипуляции такой, насколько родитель выдержит, насколько я буду вот в данной ситуации, можно сказать, опять-таки, да, сильнее родителя, насколько его терпение, ну, является, ну, объемным, что ли, да, насколько я могу в будущем доверять этому ребенку, то есть насколько он мне вот эту безопасность даст. И вот как раз-таки это тоже может как раз-таки говорить о какой-то защитной реакции, да, ребенка, вот в данном случае вот эти манипулирования родителями. Следующее – это агрессия может быть следствием отсутствия достаточного набора моделей поведения для выражения разнообразных эмоциональных реакций. То есть когда таких детей посещает гнев, они оказываются беспомощными, да, как мы уже говорили, что так как у них нет вот этих образцов поведения. И поэтому от родителей требовать идеального подчинения требованиям взрослого, да, идеальной какой-то воспитанности, то есть не следует, да, по крошкам, по каким-то мельчайшим шагам необходимо идти вот к определенным каким-то выполнением требований этих. И поэтому защитный механизм психики в данном случае и будет как раз-таки тоже агрессия. Да, когда мы что-то хотим от ребенка, требуем, но ребенок не может это в полной мере, да, вот сейчас нам предложить. Часть какую-то он может только сделать, например. И разумный родитель в этом случае похвалит ребенка и скажет, что как здорово, что ты сейчас это вот проявил, что ты это сделал, ты это можешь. В дальнейшем, я думаю, что и когда возникнет ситуация, там, которая, например, от тебя, опять-таки, вот этого агрессивной составляющей вдруг потребуется, ты уже знаешь, что ты уже сможешь
проконтролировать это вот с помощью вот то-то, 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 да, то, что ты сейчас сделал. Следующее. Агрессия является результатом потери базового чувства безопасности. А чувство безопасности мы знаем, что ребенок приобретает именно будучи еще в раннем возрасте, да, до 3 лет. И связано это как раз-таки именно с тем присвоением вот это, да, формированием вот это чувства. Оно формируется именно вместе со взрослым, тем взрослым, который вместе с ним был еще как раз-таки от 0 до 3 лет. Вот эта привязанность, когда формируется, да, когда эмоционального общения с близким взрослым много, оно для ребенка достаточно, оно является безопасным. Если же это отсутствовало, если же этого, можно сказать, вообще не было, то как раз-таки дети не чувствуют, в данном случае формируется у них чувство небезопасности, то, что мир сейчас опасен. И поэтому мне нужно в большей степени как раз-таки проявлять в данном случае, ну, как компенсаторный, да, механизм, как защитный механизм психики, именно вот это агрессивное поведение. А это агрессивное поведение он будет проявлять и в отношении взрослых, и в отношении, так сказать, сверстников. Поэтому люди, которые принимают ребенка, да, вот такого, который был лишен вот этого эмоционального тепла еще в раннем возрасте, то есть начинать с нуля, а именно принять этого ребенка, как если бы вы родили его сами, то есть того малютку и начинать с самого начала, то есть и удовлетворять именно те первостепенные потребности в любви, в тепле и так далее, да, безусловной любви, естественно. Так, если ребенок приемный, к примеру, уже подросткового возраста, пришел в семью, и здесь одна из причин агрессии в данном случае может быть как раз-таки переживание вот этого очередного возрастного кризиса. К примеру, ребенок, будучи не в благополучной семье, данный кризис может быть, он не полностью был отреагирован ребенком, да, не прожитым может быть полностью, да, до конца. И поэтому, будучи здесь, попав в приемную семью, вот эти комфортные условия, ребенок начинает это все предлагать родителям. Здесь может быть и наложение, да, здесь он, к примеру, пришел уже, ну, например, лет 14, да, в 13, а мы знаем, что подростковый возраст он начинается с 11 лет, да, и вот то, что, казалось бы, ребенок должен предлагать это в 10-летнем возрасте, он начинает нам это предлагать, будучи 14-летним уже, да, таким взрослым парнем или же девушкой, то мы это как раз-таки и вот в этих агрессивных составляющих по отношению к взрослому, то это нужно принимать нормально. То есть ребенок здесь успокоился, он здесь, можно сказать так, расслабился, и вот эти все кризисные составляющие, да, которые проживает каждый ребенок, он начинает проживать именно вот здесь с самого начала, и это тоже нормально. Если ребенок не прожил кризис там 3-летнего возраста, да, то есть не прошел его полноценно, какие-то этапы пропустил, а может быть вообще это было все, так сказать, да, для ребенка, ну, он не смог это в силу каких-либо обстоятельств, то он здесь, будучи вот в этой комфортной обстановке, он начинает это проживать как раз-таки с самого начала. И поэтому мы и говорим, что к вам пришел приемный ребенок, вот его возрастом, например, 10 лет, разделите это пополам. Вот в данном случае 5-летний ребенок у вас в вашей семье. И, соответственно, нужные реакции взрослого должны быть в каких-то конфликтных ситуациях, там, да, в агрессивных выпадах ребенка, именно как с ребенком 5-летним. Следующая причина детской агрессии, как реакция может быть на раскрытие тайны усыновления, когда ребенок вдруг узнает, что он приемный. Естественно, это целая тема, да, вебинара, именно тайна усыновления. Естественно, родители должны быть здесь и подготовлены, и знать историю ребенка, и знать, что эта тайна усыновления, она будет всегда как дамоклов меч,
и для родителя, и ребенок, в конце концов, он тоже будет чувствовать, что какие-то недоговоренности, да, между ими родителей, а в конце концов это и социум, который, ну, так сказать, он не будет по отношению к этому ребенку, да, проявлять как раз-таки вот этой доброты, а скорее всего наоборот, он будет со знаком минус, да, вот с этой, с агрессией, с каким-то, с данным членом общества взаимодействовать. И поэтому, когда тайна усыновления раскрывается ребенку, уже будучи, например, во взрослости, ну, например, в подростковом возрасте, а ребенка вы взяли еще в раннем возрасте, то это будет огромный удар и для ребенка, и для родителей. Ну, естественно, агрессия здесь это уже как такая малая, можно сказать, да, то малое, с чем ребенок может подойти, да, в отношении вот этой тайны к родителю. Но это тоже, да, это имеет место быть. Что могут делать родители? Ну, столкнувшись с проблемой агрессии, естественно, родителям необходимо ответить на вопрос, во-первых, что вас раздражает в поведении ребенка? Почему именно вас раздражает поведение конкретного ребенка? Почему, да? Ну, то есть что происходит? И какое вообще поведение в вашей семье считается приемлемым? То есть вот эти три вопроса, да, что, почему и какое, чтобы начать разбираться с той агрессией, которую вам предлагает ребенок. Ну, что могут сделать родители? Здесь еще перед тем, как говорить о том, что могут сделать родители, хочется остановиться на такой вид агрессии, который был упомянут выше, это аутоагрессия. Это та составляющая агрессии, когда агрессия именно направляется на себя самого. И аутоагрессия очень часто именно пугает взрослых, да, так как это является саморазрушением, то есть вещью противоестественной для любого живого существа. Дети в этом случае также причиняют себе боль и вред уже целенаправленно, в данном случае, например, приемные дети начинают царапать себя, да, вырывать волосы, рвать на себе одежду, ну, вот эти царапки на руке, на ногах, да, на животе и так далее. И нечаянно, так сказать, да, в кавычках, попадать с завидной регулярностью в ситуации риска для здоровья и жизни, падать, к примеру, на ровном месте, врезаться постоянно в какие-то углы, обжигаться, ломать руки, ноги. То есть это и есть, называется, аутоагрессия. Да? То есть это все неспроста. И причем частота этих травм значительно выше и серьезнее, чем у обычных подвижных детей. И это не может объясняться простым только травматизмом. За аутоагрессией стоит непринятие себя, да? Неприятие себя и своей жизни. В большинстве случаев это бывает связано именно с родительским отвержением в раннем возрасте или насилием в семье в отношении ребенка. Таким образом, ребенок как бы сживает себя сосвету, да? То есть я здесь не нужен, и зачем? И вот таким бессознательно начинает предлагать вот такое поведение. Аутоагрессия, как отвержение себя самого, самообвинение и приступы отчаяния встречается у чувствительных детей и в острой фазе переживания утраты кровной семьи. Если взрослый не реагирует на подобное поведение ребенка, оно усиливается. Причиняя себе боль физическую, эмоциональную, ребенок словно надеется, что если ему станет по-настоящему плохо, то родители, так сказать, да, то есть все вернется на круги своя. Родители вернутся и так далее, или наоборот, этого ничего не будет, да, то есть я опять окажусь в кровной семье. Важно, чтобы он в это время узнал, что утешение и помощь можно получать не только от тех близких, да, вот тех ушедших близких, от тех близких, откуда его, значит, забрали, да, из той семьи, например, неблагополучной, но и от других взрослых, а именно от приемных родителей. То есть это родители в первую очередь должны показать и доказать ребенку. Если они будут искренне стараться, родители имеется в виду, да, помогать ребенку, уважать его горе, не пытаться поскорее затушевать, обесценить, да, что было бы там о ком горевать, да, вот об этой алкоголичке, да, если вот таким образом рассуждать, то
ребенок, если вот этого всего не делать, ребенок будет и доверять, и научится находить опору в новых привязанностях, и, соответственно, перестанет себя разрушать. Но стоит помнить, что каждый агрессивный ребенок всегда хочет, чтобы его близкие взрослые могли справиться с его гневом, с его приступами вот этого негативизма и агрессии. Если родители могут защитить ребенка от него самого, то они смогут защитить его и от всего остального жизни, от всего остального в этой жизни. Ну, то есть это вот так сказать, да, проходит между строк у ребенка, да, бессознательно сидит в голове. А это как раз-таки вот то чувство безопасности, которое в первую очередь необходимо, да, которое недостает ему и необходимо для роста и развития. Прояснив причины недовольства и очертив круг приемлемых поведенческих реакций, можно говорить об изменении поведенческого репертуара ребенка. Ну, самое первое, что, например, если это ребенок, к примеру, дошкольного возраста, самым эффективным способом, во-первых, является это лишение зрителя. То есть очень часто дети играют на зрителя. Если родители остаются невозмутимыми, и на них эти сцены не производят никакого впечатления, то ребенок вряд ли в дальнейшем попытается такое повторить представление. Ну, естественно, родителям необходимо игнорировать данную вспышку раздражения у ребенка. Не стоит упоминать о ней после того, как ребенок уже успокоился, а следует разговаривать с ним, как будто ничего не произошло. Но, естественно, обязательно следует объяснять ребенку, почему вы запрещаете то или иное делать, например, да. То есть ребенку просто так сказать, что нельзя, не стоит, да, то есть объяснить, почему и как. Если родители пойдут по пути запрета, да, такого немотивированного, то у ребенка в голове сформируется, что они опять начинают меня контролировать, да, то есть какая-то система контроля. И он будет просто подавлять вот эту агрессию из страха наказания. А значит, он будет ее проявлять просто-напросто на окружающих, на одноклассников, да, на еще каких-то близких людях. Ну, скажем, не на матери, не на отца, которые вот предъявляют вот этот запрет на агрессивную вот эту составляющую. Нужно обучать детей снимать свою агрессию, а именно, ну, если это, например, дети дошкольного возраста, но мы учим их узнавать собственные эмоции, мы учим переводить, например, ту же физическую агрессию для начала в словесную, да, к примеру, которая несет меньшую опасность для окружающих. К примеру, вот та же самая вербальная агрессия, как делать замечания окружающим. То есть ты теперь не физически можешь, да, вот это вот реагировать на окружающих, а ты можешь давать это как замечание. Ну, это как вариант. Если же мы будем предлагать ребенку безобидно разрушить, ну, какие-то делать разрушения, ну, разрушения, конечно, в кавычках, да, например, рвать бумагу, я не знаю, там, резать пластмассовым вот этим ножичком пластилин, да, когда у ребенка слишком плохо, скатывать бумагу в кружочки, там, в шарики, да, например, ею там кидать и так далее. Это может быть подушка, когда есть, да, какая-то, на которой не спят, и ее можно там и побить, и попинать, так сказать, и рвать ее, и по-всякому там какие-то еще действия с ней делать. То есть это тоже как возможность вытащить из себя эту агрессию. Если это мы детям предлагаем и показываем, то ребенок, естественно, этим будет пользоваться. И выход агрессии будет. Если же разрядка вот, у ребенка возможна в подвижных играх, в спортивных играх, как возможно, как способ именно выражения вот этой злости, да, есть же, говорят, спортивная злость такая, да, то это только большой плюс. То есть вы видите, что, да, ребенок, например, у нас отдали его в спорт, и он он успокоился, да, более спокойным стал. Замечательно. То есть вот этот агрессивный импульс ребенок направил именно на это. Также это и подвижные игры, да, это различные игры, где ребенок как раз-таки будет в конструктивное русло направлять свою агрессию.
И таких выходов, да, вот этой агрессивной составляющей должно быть в арсенале родителя много, потому что ребенок не всегда предложенным способом родителю может, например, освобождаться от агрессии, да, то есть их должно быть много. Попробовать сегодня так, завтра другим способом, третий раз там еще каким-то способом, да, там, с помощью ног, с помощью рук, с помощью там, кричания, да, каких-то действий, манипуляций там, с телом. То есть это уже в дальнейшем ребенок примет либо не примет именно какой-то из них для себя, потому что у каждого свой. Следующее, что может сделать родитель. Помните о том, что родители старше и сильнее. Что это может быть? Мысль «я не могу с ним справиться», она не должна звучать ни вслух, ни в голове у родителя. Когда взрослый начинает ощущать себя жертвой, это вызывает боевой энтузиазм у ребенка и провоцирует его именно быть агрессором. Ребенок в данном случае должен чувствовать, что родитель сильный, что он справится с этим гневом, и что я в ситуации, когда у меня возникнет опять вот эта агрессия, да, желание там что-то навредить, я могу спросить и обратиться к родителю, и он мне подскажет, как мне в этой ситуации быть. То есть старше и сильнее. Следующее. Не принимать ярость ребенка на свой счет. А именно, его агрессия – это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства жизни. И она выражается не вовремя и не тем людям. Он зол, и у него есть на это основание. Но это не значит, что он прав и правильно себя ведет. То есть здесь самое главное, то, что не принимать на себя. То есть ребенок зол не на меня, а на эту ситуацию, которая возникла, да, например, вот в данный момент между мной и им, например. Бороться не с чувствами, а с поведением. То есть ребенок имеет право злиться, он не имеет права причинять вред окружающим. И если его понесло, важно не заразиться вот этими эмоциями, а стараться сохранять вот это эмоциональное равновесие. И очень часто, когда вот эта искра пошла, да, как говорится, родитель заразился вот этими эмоциями, то можно много здесь дров наломать, так сказать. Бороться не с чувствами, а с поведением. Итак, следующее. Мы закончили, да, с вами? Очень удобно. Бороться не с ребенком, а с агрессией. То есть взрослым должен быть союзником, старшим помощником ребенка. Обсуждая с ним его приступы эти ярости, необходимо дать ребенку понять, что пока что он действительно не может справляться с этой злостью, да, со своей. Но это обязательно произойдет со временем, и взрослые в этом ему помогут. То есть мы вместе с ребенком против агрессии, да, а мы не против ребенка. Внимательно относиться к проявлениям аутоагрессии, да, потому что это серьезно, это действительно то, что не стоит упускать из виду. Постараться выяснить причину самонаказания, понять, в чем ребенок себя винит, какова, то есть стоящая за этой виной утрата. А для этого важны доверительные отношения, уверенность, что приемные родители примут и помогут. Да? То есть самое главное здесь как раз-таки это сформировать доверительные отношения. Такую, да, сказать, подушку такой безопасности. Ну, естественно, обращаться к специалисту, если в этом есть необходимость. Ребенок, может быть, очень важно осознать причину собственной ярости и выразить его именно по адресу. А это можно, например, сделать только с психологом. И это, например, ребенок проговаривает, если, например, он уже взрослый, подросток, к примеру. То, естественно, и если, да, еще родитель не справляется, он не понимает, в чем дело, естественно, мы тогда идем к специалисту и уже здесь работаем. Ну, естественно, проявлять терпение, да, необходимо выражать ребенку понимание его чувств. Я понимаю твои чувства, ты злишься, потому что давать объяснение, да, пусть ребенок успокоится, а затем рассказывайте, какое поведение вы наблюдали у него, пока он злился. Ты кричал, ты говорил такие-то слова. Отвлекать ребенка от агрессивного поведения. Ребенку нужно постараться предложить что-нибудь более привлекательное, чем то, что он пытается, например, делать. Да? То есть отвлечь его. То есть видите, что он начинает заводиться. Не торопиться с наказанием. Лучше не спешить наказывать ребенка. Ну, может быть, это была как раз-то какая-то эффектная реакция. Ну и, естественно, если это у ребенка повторяется, да, то с этим уже мы начинаем работать. Мы предлагаем какие-то санкции.
Ну, естественно, поощрять ребенка, хвалить за хорошее поведение, вместо того, чтобы считать его обычным. То есть, что в данном случае послужит желанием и поводом, чтобы это повторилось, да, чтобы это еще раз услышать от родителей. То есть желание делать вот то конструктивное поведение, за которое меня хвалят. Ну, в принципе, мы с вами проговорили вот те все составляющие, что скрываются именно за агрессивным поведением ребенка. Если есть какие-то вопросы, пишите, я отвечу на сайт Клиро. Благодарю всех за внимание.